Летний сезон по ремонту дорог в самом разгаре. Из более чем 30 объектов в завершающей стадии участок дороги в Хатасах, общая протяженность которого составляет более 4 километров от Покровского тракта и по всей территории села. Хатасы мы вообще уже завершили на сегодняшний день. Асфальтирование, ведется работы по обустройству обочины, установке дорожных знаков. И завершим их буквально в течение следующей недели. Работы ведутся с опережением сроков. Уже сейчас результаты может оценить каждый якутянин. Еще полкилометра дорог ремонтируются на пересечении улиц Кальвица и Халтурина. Уже произведены работы по устройству геодезической разбивочной основы и оборудованы все необходимые знаки. Для удобства горожан реконструкция дорожной сети ведется в 2 полосы. Провели демонтаж существующего бордюрного камня и, вот как видите, установили уже новый. Сегодня мы планируем уже приступить к заливке бордюрного камня, и дальше приступаем к обустройству тротуара. У нас по графику срок окончания это сентябрь месяц. Вместе с благоустройством дорог в приоритете ремонт и дворовых территорий. Глава городского округа Евгений Григорьев подчеркнул важность этих работ. До 2024 года в планах у города не меньше 100 объектов. Дворовые территории в городе Якутске – это одна из основных проблем, с которой сталкиваются наши жители. Благодаря поддержке Илдархана мы в этом году в рамках поддержки дополнительных 150 миллионов, которые будут предусмотрены в бюджете республики, отремонтируем 30 дворовых территорий. Ремонт дорожных сетей ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас реконструкция ведется более чем на 30 объектах по всему городу. Бюджет составляет свыше 2 миллиардов рублей. Также в рамках этого проекта подрядные организации обязаны выполнять гарантийные обязательства уже без дополнительного финансирования. На все виды дорожных работ установлена гарантия от подрядчика, как верхний, так и нижний слой асфальта, срок от 4 до 5 лет. На основании дорожной одежды и земляного полотна гарантийные сроки куда выше, от 6 до 8. В течение этого времени подрядчик обязуется устранить все выявленные замечания полностью за свой счет. В рамках объезда по столице глава города посетил улицу Очиченко 1/2, жители которого обратились с проблемой нерегулярного водоснабжения. Для решения столь сложной ситуации предлагаются разные варианты. Якутскэнерго согласовали точку подключения холодной воды. Строительство такой трубы предусматривается холодного водоснабжения. Это вот с этой точки и вот так вот. Причем он дорогу переходит в 2 местах, переходит через компенсатор. И здесь надо будет дальше уже думать, либо обратно через компенсатор. Как отмечает глава города, водоотведение – это наиболее сложная с технической стороны проблема всего города. И работа предстоит системная. Уже сейчас ведется разработка схем водоотведения. В рамках нацпроекта БКАТ также ведется замена водопропускных труб везде, где только можно. Как только будет готова схема водоотведения, мы запустим в городе программу водоотведения, чтобы уже можно было отводить воду с дворовых территорий на внутриквартальные проезды, а дальше с них уже на улицы с магистральными лотками, которые, безусловно, тоже необходимо строить, ремонтировать, восстанавливать. В этом году объем всех дорожных работ небывалый. Глава Якутска дал соответствующие поручения подрядным организациям об ускорении темпов, чтобы качество жизни горожан и благоустройство столицы заметно улучшилось уже к 2024 году. Иван Кривошапкин, Роберт Набиев, Василий Соловьев. Вести. Якутск.